Вашему вниманию представлен бой. Мужчины 64 килограмма. В красном углу спортсмен клуба «Спарта» Тазидинов Роберт. Мастер спорта или КМС по боксу. Чемпион республики по боксу среди мужчин. В синем углу Алырзазаде Аяз. Чемпион республики по кёкушинкай карате. Призер Кубка России по карате. Ребята встречаются впервые. Вот, но хочу подчеркнуть то, что спортсмен красного угла Роберт хорошо работает и руками, и ногами, несмотря на то, что большую часть времени занимается боксом. Но бой начался динамично, без каких-либо там разведочных ударов. Мы видим сразу, что Аяз выполняет сложные элементы, но и Роберт также показывает, что может работать не хуже. Вот, бой проходит динамично. Зрители подсказывают, что из красного угла, что из синего угла. Немножко на 4 килограмма Аяз полегче весом. Недавно он вернулся с чемпионата республики по карате. Буквально неделю, и то есть не было времени подготовиться. А Роберт непосредственно 2 недели готовился к этим соревнованиям. Уделял технике ног. И мы видим, что Роберт прижимает канатом Аяза, накидывает удары. Вот. Но Аяз не пользуется своими преимуществами. Почему-то идет в размен, прижимается. Выпала капа. Во время боя такое бывает. Технический момент. Заканчивается первый раунд. Мы видим на повторе, показывает Роберт технику ног, что в принципе у него хорошая техника ног. И вот Аяз тут его ловит, Роберта, в ногу, наносит удар. Хорошо работает Роберт и в правосторонней стойчке, и в левосторонней стойчке. Мы видим, что и техника тэквондо присутствует. Клуб «Спарта» у нас непосредственно занимается тэквондо. Тренер Карпаев Евгений. Находится клуб на Водном. Роберт когда-то там занимался. Начинал свою спортивную карьеру именно с тэквондо. Подсказывают Роберту не ждать. Если судить по очкам, то Роберт пока начинает лидировать. Где-то с середины первого раунда начинает лидировать. Остановил, так как удары в захвате не оцениваются, и больше 2 секунд мы захваты не приветствуем. Мы видим, опять прижимает Роберт Аяз. Аяз наносит удар коленом. Сейчас я сделаю устное замечание, что все-таки это у нас, скажем так, тренировочные бои. Подготовка к серьезным соревнованиям, и удары коленями и локтями мы в этот раз ограничили, чтобы не нанести травму спортсменам. Хорошо работает Аяз ногами, но почему-то очень мало. То есть ему нужно работать двоечками. В плане того, что вот раскидывать в 2 этажа по ногам и в голову, но он не пользуется этим, наносит только удары по ногам и тем самым дает шанс Роберту работать руками. Вот мы видим второй удар коленом, показываю, объясняю, что коленями запрещены удары, что могу остановить бой. Опять выполняет сложный элемент, но Роберт хорошо чувствует дистанцию и не дает в себя попасть. По корпусу, в голову, 2 этажа Роберт хорошо работает. Аяз подустал. Видно, у него остаточно есть после прошлых соревнований, еще не восстановился физически. Вот. Ну, бой становится такой, не более, динамика боя падает. Бой мы видим, в принципе, в одном углу, в синем углу.
Ну и Роберт набирает с каждым ударом, все набирает очки. Публика поддерживает, зрителям знакомы эти ребята. Есть даже фанаты этих ребят. Мы видим, что Роберт не останавливается, продолжает работу руками. Вот заканчивается второй раунд. Зрителей много. И на повторе поймал Аяз хорошо, но не продолжает дальше. Уходит в оборонительную позицию, хотя нужно наоборот атаковать. Хорошо, Роберт поймал его. О чем я и говорил, что когда Аяз работает в нижний уровень, Роберт в это время работает в голову, верхний уровень. Ловит его. Третий раунд этого боя. У нас бой идет динамично. 3 раунда по 2 минуты. Скруточка у нас произошла. В принципе, скрутку мы допускаем. Она разрешается, скрутка, но она не оценивается. Прижимает опять Роберт канатом. Аяз не пользуется, не ходит по кругу, не уходит по сторонам. Все принимает на себя, и все-таки это сказывается на итог боя. Даже пропущенные удары по рукам, они очень сильно сбивают дыхание, забивают руки. Мы видим в красном углу у Роберта отец бурно болеет, подсказывает. Ну и ребята, спортсмены клуба Спарты, также подсказывают Роберту, как работать. Устал уже Аяз. Наносит удары, но удары неточные. Все мимо цели. Да, физически, конечно, вымотан спортсмен синего угла. Ну, Роберт также продолжает работать. В принципе, он привык в боксе работать 3 раунда по 2 минуты. Для него это привычно. Нормальная динамика. Но мы видим, что динамика ударов ног, конечно, у Роберта пропала. Вот только сделал замечание, что мало работает ногами. И сразу же Роберт пытается нанести сложный удар ногой. Конец третьего раунда. Роберт показывает всем, что он уверенно одержал в этом бою победу.